И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Вместе против ДТП. Акция в Сухуми собрала сотни людей. С целью укрепления межпарламентских связей в Сухум прибыла делегация из ДНР. Приехала домой и занялась бизнесом. Репортаж о репатриантке из Турции. 1-2 декабря президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе визита состоится встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным. На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся абхазо-российских отношений. 22 ноября в Ачамчирском районе в результате ДТП погиб 1 человек. В этот же день в Гулрыбском районе произошло еще одно ДТП. Пострадали 3 человека. В последние недели в сводках МВД подобные сообщения появляются с пугающей регулярностью. Очевидные причины автокатастроф – жажда скорости в сочетании с алкоголем и наркотиками. Как результат, более 3000 аварий за 23 года и жизни, отнятые дорогой. Акция «Вместе против ДТП» собрала сегодня в центре Сухума сотни людей. Главная цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблеме ДТП. Тему продолжит Нис Варшпа. Искореженная груда металла. Это автомобили, побывавшие в ДТП. Их вид ужасал, и не все понимали, что они делают здесь, на набережной Махаджиров, рядом с роскошными гоночными болидами и ослепительными мотоциклами. Задумка организаторов проста. Это жесткое сравнение заставит водителей задуматься, прежде чем нарушить правила движения. Возможно, увидев изуродованные куски металла, они поймут. Скорость отнимает жизни, калечит людей, лишает будущего целые семьи. Мы с вами практически каждый день теряем наших родных и близких в авариях. Абхазская чума 21 века никак иначе. И пока мы судорожно пытаемся найти решение этой проблемы, пилюлю от чумы, наша молодежь продолжает мчаться на бешеной скорости навстречу своей гибели. Мы все продолжаем искать виноватых. Власть, правоохранительные органы, родители. Мы каждый день, сидя на кухне, дома, на улице с друзьями, на совещаниях, предлагаем предложения за предложением, которые, как нам кажется, смогут решить эти проблемы. И сколько среди тех, кто на словах знает, что нужно делать, как себя вести и как все исправить, но потом садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и губит не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Большая часть людей с удовольствием осматривает красивое авто. Многие втайне мечтают прокатиться с ветерком за рулем такого суперкара. И мало кто задумывается над тем, что жажда скорости может быть смертельным оружием. Нам хочется, чтобы наше поколение, старшее поколение, наше младшее поколение развивалось и не видело подобных ситуаций. И чтобы у нашей страны было будущее. А будущее нашей страны – это в первую очередь молодежь. Нужно сохранить эту молодежь, нужно дать нашей стране шанс на развитие. В рамках акции волонтеры молодежных организаций прошли по самым оживленным улицам города с призывом снизить скорость и тем самым спасти свою жизнь. Молодые люди ходили между машинами, раздавали листовки и наклейки акции «Вместе против ДТП». Сейчас обычный водитель не осознает риск превышения скорости. И я и любой другой профессиональный гонщик не превышает скоростной режим на дорогах общего пользования. Потому что мы знаем и мы понимаем, что это самоубийство. Мы знаем, где это можно делать, и все равно мы там рискуем. Один из участников сегодняшней акции не понаслышке знает, что такое ДТП. В 11 лет его сбил автомобиль, водитель которого был пьян. Реанимация, длительная кома, казалась безнадежная ситуация. Но Тимур выжил. 15 лет он борется с недугами, вся его жизнь проходит в инвалидном кресле. Было время, когда опускались руки. Не хотелось жить и быть обузой для семьи. Сегодня Тимур Чанба владелец небольшого бизнеса. Свое место под солнцем он отвоевал, вопреки ДТП и пьяному водителю. Нашей молодежи хочу сказать, чтобы садились за руль только в трезвом виде, только в трезвом состоянии и чтобы не превышали скорость. Жажда скорости рано или поздно губит человека.
Смертность на дорогах Абхазии ужасающая. Страна теряет молодых людей почти каждый день. Остановить ДТП можно, но только всем вместе, сообща. И для этого каждый раз, садясь за руль, помните, вашим детям нужен живой отец, родителям – живые дети. Низ Фаршба, Роберт Ломе, Беслан Джинджоли. Абхазское телевидение. ДНР интересен опыт Абхазии в законотворческой деятельности. Об этом заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече со спикером парламента Абхазии Валерием Бганба. В рамках пребывания в Абхазии у делегации из Братской Республики запланирован ряд встреч с руководством страны. Основная цель визита представителей Народного совета ДНР – развитие сотрудничества в различных сферах. Репортаж Симы Аргон. Как уже стало традицией, до начала встреч гости возложили цветы к мемориалу славы в Сухуми и почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В феврале этого года парламент Абхазии и Народный совет Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в законотворческой деятельности. Для укрепления межпарламентских связей делегация ДНР прибыла в нашу республику с официальным визитом. На встрече спикера Народного собрания Абхазии Валерия Бганба с председателем Народного совета ДНР Денисом Пушилиным были обсуждены сферы взаимных интересов и сотрудничества. Валерий Бганба отметил, что в Абхазии следят за событиями в Донецкой Народной Республике и сопереживают братскому народу. От хода минских договоренностей зависит стабильность в республике, подчеркнул спикер. Мы постоянно следим за событиями в Донецкой Народной Республике, следим за минскими договоренностями, как они выполняются, потому что мы прошли через горнило войны, наш народ прошел, мы знаем, что такое война, мы знаем, какой негатив она для народа несет, поэтому, конечно, сопереживаем народу Донецкой Народной Республики. Конечно, желаем скорейшего мира. Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию в ДНР как стабильно сложную и отметил, что опыт Абхазии в законотворческой деятельности и послевоенного восстановления страны очень важен и интересен для Донецкой Народной Республики, учитывая, что сегодня ДНР находится в экономической блокаде со стороны Украины. Донецкая Народная Республика, как и Луганская, впрочем, находится в полной экономической блокаде со стороны Украины, и восстанавливать экономику то есть в таких условиях крайне тяжело. То есть привлекать инвестиции еще тяжелее, потому что климат для предпринимательства, то есть он остается в таком достаточно рискованном поле. Соответственно, нам необходимо смотреть здесь, как справлялась с сложными ситуациями Абхазия, то есть как выходила в тех или иных ситуациях. И, конечно же, брать положительный опыт. Мы абсолютно открыты в этом плане. И здесь, я думаю, и межпарламентское сотрудничество тоже в этом плане окажется действием. Затем состоялась встреча депутатов парламента с делегацией Народного совета ДНР. Парламентарии обсудили дальнейшие шаги по укреплению существующих связей. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Накануне очередного раунда женевских дискуссий в Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча с сопредседателями. На ней обсуждались вопросы, которые будут подниматься на очередном раунде женевских дискуссий, намеченных на 12 декабря. Площадка женевских дискуссий для Абхазии имеет большое значение, ведь именно там мировое сообщество может услышать позицию абхазской стороны. А обсуждаемые на женевских встречах вопросы важны как для абхазской стороны, так и для самих его организаторов. Открывая встречу, глава внешнеполитического ведомства Абхазии Дауркове отметил, что участники женевских дискуссий прилагают все усилия, чтобы достичь положительного результата, и динамика в переговорах уже прослеживается. Сегодняшняя наша встреча также посвящена возможности обсудить предстоящую повестку 38-го раунда женевских дискуссий. Я думаю, мы с вами обсудим тот широкий круг, который стоит у нас на повестке дня. Сопредседатель женевских дискуссий Герберт Зальбер обратил внимание участников встречи на то, что за последний год в регионе отмечается стабильность и спокойствие. За последние 2-3 заседания в Женеве у меня есть такое впечатление, что участники показывают больше интереса в том, чтобы, по крайней мере, делать промежуточный шаг. Участники встречи выразили надежду на то, что совместная работа по подготовке к очередному раунду женевских дискуссий пройдет плодотворно. Царья Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
Завершился 10-й Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». Названы имена победителей. Гран-при получила лента «Страна Удыхе» режиссера Ивана Головнева из Екатеринбурга. Лучшей режиссерской работой жюри фестиваля признала автора Екатерину Дорофееву из Санкт-Петербурга за фильм Василия Ярошенко «Дорога к солнцу». В номинации «Лучшая анимация» отмечены 2 фильма «В стороне» и «Оттенки серого» Александра Аверьянова из Санкт-Петербурга. Лучший короткометражный фильм «Современный идиот» из рода Дон Кихотов режиссера Матвея Коковкина из Москвы. Нам особенно приятно, что фильм нашей коллеги, журналистки Мананы Кокускер о проблемах развития абхазского языка отмечен специальным призом за актуальность темы. Следующий наш сюжет о репатриантке из Турции Шебнем Маршан, которая переехала на историческую родину несколько лет назад. За это время она открыла в Сухуми студию дизайна. Подробнее о судьбе девушки расскажет Сарисмар. И так каждое утро на протяжении уже нескольких месяцев репатриантка из Турции Шебнем Маршан переступает порог этой студии и садится за свой рабочий стол. Молодая женщина не говорит ни на абхазском, ни на русском, но это не помешало ей вернуться на историческую родину и уже здесь заниматься любимым делом. Впервые она приехала сюда вместе со своей семьей в 2003 году, и именно тогда, признается Шебнем, ее душа осталась здесь. Она множество раз видела в своих снах, как переезжает в Абхазию, как бродит по улицам, так полюбившегося ей Сухума. Осуществить свою мечту она смогла 3 года назад. Теперь каждое утро, просыпаясь дома в Абхазии, я чувствую необыкновенный прилив сил, говорит Шебнем. У девушки не возникает и мысли уехать обратно, ведь жизнь ее здесь уже полностью обустроена. Есть любимая работа и близкие всегда рядом. Рассказывая обо всем этом, даже сейчас она не может сдержать слез. Я очень люблю свою родину и в будущем, чем смогу, буду помогать Абхазии. У меня много мыслей, много проектов. Надеюсь, у меня все получится. И, по крайней мере, я очень буду стараться. По профессии архитектор Шебнем Маршан окончила школу и университет в Турции. Затем она переезжает в Италию и поступает в аспирантуру. Там и работала 3 года после учебы. Шебнем в совершенстве владеет английским, турецким и испанским языками. Я очень хочу выучить свой родной язык. Когда я приехала, я ходила на курсы абхазского языка и совместно еще изучала русский язык. Но так как я начала открывать офис, мне было трудно заниматься курсами и своей работой. Поэтому я отложила уроки, но сейчас я переговорила с новым преподавателем, и мы должны начать новые курсы. Кстати, у нее здесь много родственников, которые поддерживают ее с первых дней пребывания на родине. Шебнем признается, что благодаря поддержке близких людей она смогла преодолеть все трудности. Совсем недавно она открыла студию дизайна в центре города. Теперь все свои силы она отдает работе. Также ей помогает и торгово-промышленная палата Абхазии. После нашего знакомства я вступила в члены торгово-промышленной палаты. Они всегда мне помогают, когда мне нужна какая-то информация. Я уверена, что если у меня будут какие-нибудь проблемы, то я могу в любое время обратиться в торгово-промышленную палату, и они мне всегда помогут. Впереди у репатриантки из Турции Шебнем Маршан много планов, но самое главное, говорит девушка, теперь она у себя дома, в Абхазии. Сария Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Обрезка деревьев, ямочные работы в столице. В первую очередь работы проводят там, где проходят троллейбусные линии и линии электропередачи. Подробности в материале Ренаты Шакая. В Сухуми все деревья нуждаются в санитарной обрезке. Это вырезки сухих сучьев и, естественно, аварийных веток. В настоящее время обрезка деревьев проводится по улице Эшба, Ласури, Адлиба. В последующем работы продолжатся по Кадорскому шоссе. Как объяснили работники столичного зеленого хозяйства, по этим улицам проходят троллейбусные линии. Нижние ветки деревьев мешают движению и повреждают линии. Сухие ветки при малейшем ветре могут обвалиться. По указанию администрации города Сухум у нас ведутся такие работы: обрезки, очистки, формовки, выгребания. Мы работали на набережной по проспекту Леона. Чистка — это просто, чтобы люди друг друга при переходе дороги, пешеходной дороги, люди друг друга видели, чтобы видимость хорошая была.
Помимо обрезки деревьев и облагораживания зеленой зоны, в столице проводятся ямочные работы. Плановый ремонт дорог удалось бы осуществлять намного быстрее, если бы у города был свой асфальтовый завод. Дефицит асфальта очень замедляет работу, отмечают представители дорожно-ремонтно-строительного управления Сухума. Процесс делается нелегкий. Сперва режется швонорезом, а потом компрессором выдалбливается. Потом после этого делаем щебень. После щебня мы обливаем его битумом и потом уже ложим асфальт. Нам дали тонн 10. Так же самое, так и будем делать ямочные работы. По словам Зураба Ахуба, это плановые работы, которые будут продолжены и на других улицах города. Рената Шакаева, Тамур Кушма, Абхазское телевидение. 29-30 ноября в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба премьера спектакля «Пешком» по пьесе Славомира Мрожика. Режиссер-постановщик, народный артист Абхазии, художественный руководитель театра Валерий Кови. Начало спектакля в 18 часов. Билеты в кассах, места радиофицированы. Текст переводится на русский язык. Ну а сейчас информация о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная, холодная погода. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем 12-14 тепла. Температура морской воды плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.